В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Впервые в истории республиканские законопроекты рассмотрели сразу на 2 языках. Якутия продолжает оказывать помощь в восстановлении городов Донецкой Народной Республики. Более 1000 педагогических вакансий представили на ярмарке в Якутске. Жители Хангаласского района прошли обследование в рамках форума «Здоровье нации. Ответственность каждого». Антициклон принесет 40-градусные морозы в центральные районы Якутии. Сегодня прошло 42-е пленарное заседание Госсобрания Илтумен, на котором впервые в истории законопроекты республики рассматривались сразу на 2 государственных языках – русском и якутском. Народные депутаты рассмотрели 50 вопросов. По итогам заседания участникам специальной военной операции и их семьям будут оказывать юридическую помощь бесплатно. Также в Якутске в этом году может появиться первый вытрезвитель. Будут отменены излишние административные процедуры для хозяйственных субъектов. По решениям депутатов, совершеннолетние инвалиды и пожилые члены семей участников СВО будут получать бесплатные социальные услуги на дому и в полустационарной форме. А принятый экологический кодекс Якутии позволит более эффективно применять природоохранное законодательство. Экологический кодекс Республики Саха-Якутия включает в себя 7 базовых законов по охране окружающей среды. Это и экологическая экспертиза, закон охране особо охраняемых природных территорий, радиационной безопасности, экологическом надзоре и так далее. Безусловно, экологический кодекс Республики Саха-Якутия дает возможность кодифицировать, упорядочить работу по охране окружающей среды, конечно, повысит экологическую безопасность Республики Саха-Якутия и будет удобным для пользования жителями Республики Саха-Якутия. Также народные депутаты рассмотрели кандидатуру Георгия Степанова на назначение на должность заместителя председателя правительства республики. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 52 парламентария. Напомним, ранее Степанов занимал должность управляющего отделением Пенсионного фонда России по Якутии. В правительстве региона он будет курировать социальный блок, на котором в своем послании сделал упор президент Владимир Путин и которому главой республики уделяется большое внимание. Конечно, первая задача моя как вице-премьера и всего социально-трудового блока правительства – это повышение уровня благосостояния якутян. Это снижение уровня бедности, это обеспечение занятости, это повышение доходов наших граждан. Борьба с бедностью – это не только пенсии и пособия, это не только социальные выплаты. В первую очередь, на мой взгляд, это создание возможностей, предоставление возможностей нашим согражданам быть занятыми, быть обеспеченными хорошей, достойно оплачиваемой работой. Якутия продолжает оказывать помощь в восстановлении городов ДНР. В подшефном Кировском уже завершены работы в средней школе и больнице. Но на этом помощь городу от республики не заканчивается. Подробности в следующем сюжете. С апреля прошлого года в городе Кировской Донецкой Народной Республики представители Якутии ведут восстановительные и ремонтные работы. С момента развала Советского Союза в городе не велось строительство, не обновлялись и не ремонтировались социальные учреждения, больницы, школы, жилые дома. Как только город стал подшефным Якутии, ситуация изменилась. 2022 год очень много сделано совместно с Республикой Саха-Якутия, за что огромная благодарность прежде всего главе республики Александру Сергеевичу. Также благодарность Андрею Сандоминовичу Федотову за то, что возглавил штаб, который был на протяжении всего этого времени работе, профессиональные кадры. Одним из главных объектов, которые восстанавливает Якутия, стала средняя школа номер 2. Больше 40 лет школа не видела ремонта и благоустройства. Сейчас же кировские школьники получили фактически новое, светлое и комфортное для учебы здание. Начиная от самого такого, что необходимо нам было, это отопительная система полностью поменена, электропроводка полностью поменена, стены выровнены и отштукатурены, и покрашены, холодная вода поменена, санузлы полностью поменяли, то есть вывезли, завезли новую мебель, все новое, актовый зал
полностью сделали, вы видите, какой ремонт здесь, и стулья поменяли, и оборудование, компьютерных 2 класса. Уже стало хорошей традицией направлять в Кировское медицинский десант, в составе которого врачи различных специализаций, которые оказывают квалифицированную помощь жителям Кировского. Особо приятно отметить, что помощь эта оказывается в стенах отремонтированной больницы. Наша больница в городе единственная, рассчитана на 100 коек-мест. Отделения сейчас все заняты. В этом году и прошлом году силами якутской делегации, которая здесь у нас работала, произведен ремонт кровли, отопление, введен в эксплуатацию лифт. Очень чувствуется забота со стороны жителей Якутии. Огромное спасибо. Большое всем спасибо за ту помощь, за ту поддержку, которую вы нам оказываете. На днях заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев завершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, в ходе которой ознакомился с восстановительными работами. Итогами поездки полпред остался удовлетворен, в том числе, где это возможно, организовать работу на объектах на постоянной основе. Александр Хавренко, Николай Бестинов, Илья Жараев. Кировская, Якутск. После трехлетнего ограничения, введенные из-за пандемии, власти КНР открыли границы страны для въезда и выезда туристов. Так, для посещения страны можно добраться наземным и воздушным путем. Благодаря открытию границ возобновятся проекты с регионами, включая Россию. Все наработки вернутся в свое предыдущее русло. Об этом сообщил Сергей Хатылыков, заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии. В настоящее время Китайская Народная Республика открывает свои границы. Для нас это очень хорошая новость. В предыдущие годы Китай – это не только наша соседняя страна, но и наш стратегический партнер. Партнер в торгово-экономическом направлении, экономическом, культурном, спортивном, образовательном направлениях. В ближайшем будущем все наши наработки, все наши проекты вернутся, так сказать, в свое предыдущее русло. Не каждый человек может найти себе работу по душе и близко к месту проживания. Особенно тяжело приходится тем, кто живет в сельской местности, где рабочих вакансий в разы меньше. В свое время с такой ситуацией столкнулся и Григорий Михайлов, но нашел выход – работу вахтовым методом. Григорий Михайлов окончил Мирнинский политехнический институт и уже 15 лет работает вахтовым методом. Карьерный путь начинал с машиниста. Проработав в данной должности 5 лет, стал мастером смены. Далее его повысили до старшего мастера фабрики. А с прошлого года работает заместителем начальника участка рудоподготовки и обогащения в Накыне. Первый день помню, как вчера, конечно, в ожидании сделать что-нибудь. А там потом перевели в ночную смену, и там же практику проходил. «Алроса» делает серьезную ставку на местные кадры, жителей сельской местности и молодежь. В компании отлажен процесс обучения работников, и при желании здесь можно получить новую профессию. Новичкам помогают адаптироваться на новом месте, чтобы они могли быстрее влиться в коллектив, легче находили общий язык с коллегами и вместе решали производственные задачи. По словам Григория, это очень помогает в работе. В этом вопросе тоже компания «Алроса» очень серьезно относится. Всех направляет, кому что надо обучить, обучает. Все требуемые наши знания. В 2018 году «Алроса» и Государственный комитет Якутии по занятости населения подписали соглашение о сотрудничестве при реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» на период с 2018 по 2022 годы. В рамках данного соглашения на регулярной основе проводятся мероприятия по трудоустройству безработных граждан Якутии, в том числе и сельской местности. Из общего количества трудоустроенных наибольшее количество трудоустроенных у нас по компании «Алроса». Если 49 тысяч это по всей республике, то компания «Алроса» трудоустроена 10 тысяч. Да, это прям хороший показатель, на который ориентируются и другие компании в том числе. Если говорить о молодежи до 35 лет, то из 24 тысяч 5249 человек – это граждане до 35 лет, трудоустроенные в компании «Алроса».
Найти работу вахтовым методом в промышленных компаниях помогает и проект «На вахту РФ». Команда воспользовалась преимуществами пандемии и полностью перешла на цифровую платформу. Именно такой шаг помог впоследствии быстро укомплектовывать и готовить к трудоустройству в промышленных предприятиях кандидатов со всей республики. Первостепенная задача проекта – минимизировать расходы населения за счет цифровизации и дистанционного обучения. За прошедший год мы помогли с трудоустройством более 1000 человек. Сейчас уже мы говорим о следующих планах следующего года, и мы там планируем более 2000 человек трудоустройства. Алроса является кузницей кадров именно в промышленном секторе, не только в рамках трудоустройства в свою компанию, но и вот тот механизм и опыт десятилетиями наработанный Алроса сейчас мы транспортируем в другие промышленные компании. За весь период реализации проекта «Местные кадры в промышленность» в якутской алмазной компании нашли работу более 10 тысяч жителей республики. В 2022 году действие программы продлили до 2024 года. Таким образом, в промышленные предприятия республики смогут трудоустроиться еще больше жителей Якутии. С отчетом о деятельности Федерации профсоюзов выступил председатель Николай Дегтярев. В мероприятии приняли участие лидеры всех организаций республики. Николай Дегтярев сообщил, что 2022 год прошел под эгидой столетия Якутской ССР и Года матери в республике. Профсоюзы Якутии приняли самое активное участие во всех мероприятиях государственности нашей республики и поддержки материнства. Кроме этого, организация выступила с призывом всем предприятиям по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Также председатель Федерации рассказал о планах и задачах на текущий год. Многие вопросы, которые мы ставим, нашли отражение в плане мероприятий года труда. Это прежде всего повышение уровня оплат труда. В конце концов, мы должны добиться принятия порядка, индексации оплат труда в бюджетной сфере. Ну и, конечно же, это сохранение и развитие социальных гарантий. Республиканская ярмарка педагогических вакансий прошла в Якутском педагогическом колледже. Целевой аудиторией мероприятия стали выпускники педагогических учебных заведений высшего и профессионального уровней, а также студенты, которые в этом году завершают свое обучение. Потенциальными работодателями выступили школы и дошкольные учреждения со всех уголков Якутии. Подробнее расскажет Анна Пшенникова. Найти свое место в жизни. Для участников республиканской ярмарки педагогических вакансий этот тезис обрел вполне определенные географические очертания. Мероприятие собрало 120 работодателей из 28 муниципальных районов и городских округов, которые привезли на профессиональную ярмарку сотни вакансий. Выбрав одну из них, будущие педагоги смогут обрести не только новую работу, но и новое место жительства. Год-два раза проводим обычно ярмарку. Это традиционно февраль и август-сентябрь. На следующий учебный год у нас будут открыты где-то 1000 вакантных должностей. И больше всего нуждаются в учителях русского языка, литературы, математики, истории и начальных классов. Организаторы ярмарки Республиканское министерство образования ставит целью максимально обеспечить учителями школы и детские сады региона. Основной упор ярмарка делает на молодых специалистов, которые только начинают свой профессиональный путь. Но рада здесь и педагогам со стажем. Привлечь и тех, и других может федеральная программа «Земский учитель», которая успешно работает в Российской Федерации с 2020 года. Приезжают по этой программе, работают очень успешно. Вот у нас буквально в прошлом году получили сертификат «Молодая семья» в маленьком поселке Ючугей. Но они остались дальше работать. Сельские школы, они все обеспечивают жильем, поэтому туда более охотно едут. Зарплата, конечно, зависит от стажа, от категории. Ну и все равно от желания учителя, самого студента, который получил образование педагогическое. Молодые учителя сегодня готовы к свершениям. Полные энтузиазма, они с интересом выбирают вакансии, не страшась отдаленных территорий и холодного климата, подтверждая истину о том, что учитель – это не просто профессия, но призвание. Я поступила сюда, чтобы стать учителем. И по мере обучения влюбилась в эту профессию, поняла то, что это точно, не знаю, мечта всей моей жизни. В принципе, можно было бы работать и в Якутске, и даже в каких-нибудь северных улусах. Мне кажется, специалисты нужны везде. Вакансий много,
Очень удобно то, что они все в одном месте. И, в принципе, найти трудоустройство очень легко благодаря этой ярмарке. Ярмарка вакансий проходит в течение дня, но соискатели могут узнавать о наличии рабочих мест в любое удобное время. Для этого достаточно зайти на сайт Министерства образования. Возможно, именно он поможет найти свое место в жизни. Анна Пшенникова, Илья Сыромятников, Якутск. Пилотный проект «Студент на день» реализовали в Мирнинском районе. Участники на один день погрузились в насыщенную жизнь Политехнического института. Ребята посещали занятия по выбранному направлению, открывали новые возможности. По словам организаторов, проект поможет будущим студентам убедиться в правильности своего профессионального выбора. Мирнинский политехнический институт, так сказать, дал возможность нашим выпускникам наших школ, это 7 городских школ и 1 сельская школа, получить возможность поучиться как студенты. То есть они сегодня были новоиспеченными студентами, попробовали себя в их роли, да, были в столовой, для них провели экскурсию по институту, да, и, конечно же, у них, как и у всех студентов, была бально-рейтинговая система. Каждый житель несет ответственность за сохранение экологии и природы. В рамках республиканского фестиваля «Разделяя, сохраняем» в столице прошел семинар, на котором спикеры рассказали о необходимости разделения мусора. Галина Чекурова побывала на мероприятии. Последние годы стали настоящим рывком в мероприятиях по сохранению экологии республики. За это время активисты и различные организации поняли о важности раздельного сбора мусора и необходимости продвигать данные мероприятия в республике. Лет 30 назад таких людей, которые хотели заниматься подобным экологическим бизнесом, которые перерабатывают отходы, таких людей нас называли полусумасшедшими. Таким, я считаю, что, конечно, сейчас очень многое изменилось. Была принята государственная программа, по управлению, даже создана территориальная схема управления коммунальными отходами. И, я думаю, скоро и граждане, видя такое отношение и государственных структур, начнут осознанно тоже относиться к этому очень-то бесценному компоненту, нашему мусору. В регионе второй год проходит республиканский фестиваль «Разделяя, сохраняем», в рамках которого проводятся различные мероприятия по пропаганде раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Так, образовательные учреждения участвуют в различных всероссийских акциях. Мы присоединились к всероссийской акции «Добрые крышечки». И у нас образовательные организации, это детсады, школы и колледжи, вузы проводили такие акции на местах по сбору пластиковых крышечек. Эти крышечки все мы сдали в пункты приема. У нас собралось более 600 килограмм крышечек по отчетам, которые нам предоставили, да? И все эти крышечки потом из Якутска будут вывезены Якутской экологической компанией. И все вырученные деньги идут в помощь детям с ограниченными возможностями. Одним из организаций, которая занимается агитацией сохранения природы, является Якутская экологическая компания, которая ведет свою деятельность 4-й год. Начала работу компания со сбора батареек. Далее организация приняла решение расширять свою деятельность. На сегодняшний день мы собираем ежемесячно от 100 до 150 тонн вторсырья, такого как картон, пластик, батарейки, алюминиевые банки и так далее. Часто нас спрашивают, какая мотивация у меня для сортировки мусора. Да, копаться в этих отходах никому не нравится на самом деле. Но тут ответ прост на самом деле. Кто, если не мы, сможем сделать будущее наших детей чистым? Кто сможет сохранить нашу природу, да, в текущем состоянии? Ну, это только мы, поэтому мы считаем, это что-то личная ответственность каждого гражданина нашей страны. По словам специалистов, за последние годы сдвинулась с места наболевшая проблема создания специализированного полигона, а также строительства мусоросортировочного завода недалеко от города Якутска. Благодаря учреждению таких объектов планируется снижение количества несанкционированных свалок. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск. Теперь о спорте. Сегодня в Кемерово прошел второй день соревнований по шорт-треку на играх «Дети Азии». На ледовой арене Кузбасс спортсмены пробежали дистанции 500 метров и эстафету на 3000 метров. Основная конкуренция шла между шорт-трекистами из Москвы, Уральского федерального округа, Белоруссии и Казахстана. Медали разыгрывались именно среди представителей этих команд. В эстафете среди девушек и юношей первенствовали москвичи.
На дистанции 500 метров из 35 участниц золотую медаль получила Ксения Прибытова из Уральского федерального округа. А среди юношей победу одержал Александр Симакин из Москвы. Якутию представляют 5 девушек и 4 юноши. Завтра спортсмены выйдут на дистанцию 1000 метров. Есть куда расти. Это соревнование я воспринимаю, правда, чисто как хороший опыт, потому что, правда, очень масштабные соревнования. Такого уровня, это гордость быть на них, попасть вообще. И просто участие в них, это есть чему гордиться. В целом я бегу так, средне, то есть мне нужно поработать над выносливостью, над силой в целом физической. В Якутске завершилось первенство республики по баскетболу среди юношей и девушек. Соревнования нынешнего года прошли под юбилейным знаком столетия физкультурного движения в Якутии. А командные итоги вошли в зачет спартакиады учащихся республики «Спортивные якутяне». Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд. Чемпионат проходил в 2 возрастных группах. Нерюнгринские спортсмены показали отличную подготовку и в напряженной борьбе добились призовых результатов. Кроме того, Константин Кудеяров стал лучшим нападающим, а Илья Черников – лучшим игроком турнира. В старшей возрастной группе команда города Нерюнгри заняла 1-е место в финальной игре, обыграв команду города Мирного. А во 2-й возрастной группе, где юноши 2008-2009 года рождения, мы заняли, к сожалению, серебро, уступив команде города Якутска. Запомнились все команды достаточно на хорошем уровне. Команда города Якутска, команда города Ленска, города Мирного, Намского улуса, и Нерюнгринского улуса. На данном этапе среди старших ребят мы оказались сильнее. Наверное, больше всего хотели победить, чуть-чуть получше тренировались. Что и сказалось на результате. Золотая медаль в городе Нерюнгри. Смена времен года принесла погодные сюрпризы жителям республики. Долгожданное тепло, баловавшее якутян в конце февраля, оказалось кратковременным. Активный циклон, пришедший из Красноярского края, принес метели с порывами ветра до 20 метров в секунду. Однако его влияние быстро угасло. Уже в середине недели на смену ему придут холода, которые никак не сочетаются с наступающей календарной весной. В ближайшие дни температура воздуха в центральных районах опустится до январских отметок. Но, по словам синоптиков, такая погода не должна удивлять. Наступление марта традиционно сопровождается большой температурной амплитудой, ветрами и снегопадом. Последние холода не задержатся надолго, и совсем скоро весна 2023 года вступит в свои права. 1-2 марта на севере, в центре и на северо-востоке ожидается местами небольшой снег и понижение температуры. Температура воздуха ночью минус 25-30, при прояснениях в центральных районах 30-35. 2 марта понижение минус 38-43, на северо-востоке местами до 47-52 градусов. В конце недели ожидается выход очередного активного западного циклона, который вновь нам принесет теплую, снежную и ветреную погоду на большей части территории республики. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.